С 15 по 17 марта этого года в России пройдет самое важное событие в политической жизни страны за последние 6 лет. Эту тему первой поднимают на заседании Коалиционного совета. По данным МВД, 15 февраля начнет работу оперативная группа по обеспечению общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов. Непосредственно в течение 3 дней голосования планируется задействовать около 600 сотрудников полиции. Уже сейчас ведется мониторинг соцсетей на выявление призывов к деструктивным действиям. В рамках данной работы выявлено более 1500 публикаций, содержащих в себе признаки экстремизма. Установлено 23 пользователя из числа жителей региона, склонных к деструктивному поведению. С данными лицами проведена профилактическая работа, а также вручены предостережения о недопустимости экстремистской деятельности. Реализуется комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в отношении действующих на территории республики общественных организаций и движений, деятельность которых носит деструктивный характер по отношению к органам государства. Во взаимодействии с региональным ФСБ, силами оперативных подразделений МВД проводятся адресные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения и нейтрализации участников НВФ и их пособников и иных лиц, находящихся в розыске по подозрению причастности к совершению тяжких, особо тяжких противоправных деяний. Впервые выбирать главу государства мы будем 3 дня. В Ингушетии, как и по всей стране, идет подготовка к выборам. В регионе заработают 4 территориально-избирательных комиссий и 142 участка. Председатель избиркома Муса Евлоев сообщил, что подготовка идет согласно плану. Сейчас разрабатываются варианты, чтобы принять участие в процессе смогли и прикомандированные в республику военнослужащие, и те, кто отбывает срок и не имеют регистрацию. Махмуд Али Калиматов дал поручение главам муниципальных образований позаботиться о каждом избирателе. Особое внимание уделить маломобильным гражданам. Безопасность, общественная безопасность в целом, она должна дойти до каждого гражданина, каждого жителя нашей республики. Со всеми переговорите. Если есть какие-то сомнения, информируйте об этом вовремя. Там не держите, что там что-то рассосется, извините за выражение. Надо все нюансы, вы на месте знаете главы больше. Поэтому, незамедлительно обсуждайте это с прокурором района, с начальником ГУВД. Это всех касается, помечайте главы, чтобы вы знали маломобильных, престарелых, которые находятся, болеют, понимаете, чтобы вы не ждали, или там человек. А у нас люди, они очень ответственны. Они очень ответственны, чтобы не было такого, что мне не дали проголосовать. Далее участники совещания обсудили меры повышения безопасности дорожного движения. По данным ГИБДД, за прошедший год в республике произошло 195 аварий. Это на порядок ниже показателей 2022 года, но вот число погибших, наоборот, выросло. Их 67 и 334 пострадали. Больше всего аварий произошло в Сунженском районе. Выявлено, задокументировано 407 459 административных правонарушений, что на 154% больше, чем в 2022 году. Сумма наложенных штрафов более 200 миллионов. Взыскано 61%. Совместно со службой судебных приставов у нас подготовлен график совместного несения службы. У района постоянно работает госавтоинспекция с приставами. Уже есть факты изъятия транспортных средств у нарушителей. Только по Сунженскому району за прошлый год 664 тысячи именно по нарушениям правил дорожного движения должников было изъято денежных средств. То есть эта работа проводится планомерно, находится на постоянном контроле. Глава региона обратил внимание, что в ДТП погибло много детей. В этом направлении необходимо наладить дисциплину среди водителей, чтобы несовершеннолетних не перевозили без детских кресел. Эти устройства в разы снижают смертность среди пассажиров. Также Махмуд Али Калиматов акцентировал внимание и на количестве выявленных нарушений по тонировке и на числе оштрафованных водителей. Вот ДТП проанализировать, мы обсуждали, Андрей Владимирович. У нас дети погибли. Да? Люди погибли, но дети погибли. И протокол осмотра я попросил Андрея Владимировича, посмотрите, когда выезжали на ДТП, детскую кто-нибудь кресло видел в машине? Вы почему бездействуете в этой части?
Почему вы думаете, минуточку, мы сейчас вам дадим выступить. Я имею в виду, акцентируете, сегодня в преддверии выборов, чтобы не было, вот мы перед выборами, типа, систему. Там подробно мы договорились, что мы возьмем и отдельно еще будем смотреть после выборов вот эту часть смертность нашу. ДТП-то у вас ниже, а смертность выше. Поэтому очень серьезный вопрос, Алексей Геннадьевич. На заседании также говорили о реализации в регионе национальных проектов. Ингушетия в 2023 году приняла участие в реализации 44 региональных проектов в составе 12 нацпроектов. Срывов по графику не было, а по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» мы закрепились в тройке лучших по стране. Хотелось бы отметить один факт. Общественная палата России подвели итоги проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2020». Республика Ингушетия в очередной раз подтвердила высокие позиции и вошла в число лидирующих регионов рейтинга в сегменте высокой прозрачности. Кроме того, наша республика единственный регион среди субъектов СКФО, отмечена высокой наградой наряду с Федеральной антимонопольной службой, казначейством России, Минфином России и другими структурами. Также в общем мониторинге Министерства финансов Российской Федерации все национальные проекты по республике находятся в зеленой зоне по кассовому исполнению и расходным средствам. Глава региона поблагодарил всех причастных к реализации нацпроектов. Вам спасибо и правительству, и всем органам, и надзорным, и контрольным. Понимаете, в действительности мы 3 года занимали национальный рейтинг «Прозрачность закупок» и лидирующая высокая прозрачность. В действительности нетерпимость вот всяким этим вопросам, которые наследство у нас было тут такое, мы разбирались и до сих пор разбираемся. Мы многое ведь сделали в таких вот, там вообще, когда бы Дом культуры был дядь их, например, ну это вообще крайнее село, или Вежери там уже на границе, да, много вещей, но люди уезжали, не жили, там нет Вежери, да, школа пополам треснута. А потом, да, вот мы выезжали, кто в Малгобексе, дорогу сделали, ФАП построили, Дом культуры, детский сад за 2 года. За 21 год. Понимаете? А жила ведь. Понимаете? И все это благодаря вот порядочности и честности. Прямо вам говорю. Такое, понимаете? Мы смогли это сделать. В числе обсуждаемых тем и профилактика правонарушений в сфере ЖКХ. На сегодня одной из главных проблем является создание управляющих компаний для обслуживания многоквартирных домов. По данным жилинспекции, в республике 499 многоквартирных домов. 255 из них, а это больше половины, не обслуживаются управляющими компаниями, и жильцы не создали свое ТСЖ. Глава региона дал поручение муниципалам наладить эту работу и установил сроки исполнения. Муслим Ганиев, Джамалей Султыгов, Мухаммад Дарсигов, Магаз 24.